Интерес в исследованиях вопросов традиционного религиозного мировоззрения заметно возрос после ослабления социалистической идеологии. В частности, в 1989 году было образовано общество Кодсюр, которое активно занималось вопросами религии, в частности, с целью сбора и систематизации информации, научных работ краеведов, этнографов, а также сведений из архива и национального эпоса Алонхо. Научный и познавательный интерес ученых и в целом общества вызывает то уникальное в своем роде мировоззрение, которое позволило выжить в одних из самых суровых условий на нашей планете. Заметим, что эта система мышления позволила не только выжить, но и развиваться в культурном обмене с другими народами и радоваться жизни в нашем суровом северном крае. Что касается мировоззрения, отметим, что современная наука признает, что многие великие открытия были явлены миру благодаря психической деятельности необычного вида. Иногда эту специальную работу сознания называют интуицией. Здесь можно привести примеры таких великих ученых, как Менделеев, Тесла, Пуанкаре. Даже в такой науке, казалось бы, целиком подчиненной логике, я имею в виду математику, есть примеры, в которых великие ученые находили свои соотношения благодаря интуиции. Это, например, Рамануджан. Сам Сриниваса Рамануджан говорил, что формулы ему внушала богиня Махалакшми во сне или в течение медитации. Хорошо известно также, что интуиция срабатывает, так сказать, не на пустом месте, а на основе нервного напряжения, то есть на основе ярко выраженной психоэмоциональной деятельности. Возвращаясь в наших рассуждениях к традиционному религиозному мировоззрению, отметим, что носители этого мышления жили в тяжелых для жизни и труда климатических и бытовых условиях, где часто возникали вопросы выживания, часто люди подвергались экстремальным психофизическим нагрузкам. В таких условиях наши предки также могли с помощью психической энергии, или, как они говорили, с помощью сюр, находить или выявлять причинно-следственные взаимосвязи, выражающие закономерности в деятельности человека и природы. Поэтому положение, понятия и философские аспекты традиционного якутского мировоззрения требуют к себе тщательного научного исследования. К примеру, сейчас в обществе высоко ценятся креативные или творческие способности человека. В якутском мировоззрении человек, следующий заветам божеств Аи, называется Аи-кейте, то есть человек-творец. А сама иерархия божеств состоит из верховных высших существ Аи, то есть верховных творцов. Переходя к конкретным опубликованным нами работам, скажу, что
в 2019 году мы опубликовали научную статью в соавторстве с руководителем общества Кутсюр, знатоком якутского традиционного философско-религиозного мировоззрения Павловым Анатолием Николаевичем. В журнале «Вестник СУФУ. Педагогика, психология, философия». В этой работе мы сравнили два понятия из двух различных религиозно-философских систем, а именно мы сравнили вместе с якутской религией, известное в России и за рубежом учение Агни-йоги. Ознакомлю кратко с учением Агни-йоги. Агни-йога вышла на русском языке в период с 1924 по 1938 годы. Это учение передано гиперфизическим каналом выдающейся русской женщине, мыслителю, ученому Елене Ивановне Рерих, институтом Махатам. Если смотреть в общем, то сама семья Рерихов внесла существенный вклад в синтез культур Запада и Востока и в целом в развитие общей мировой культуры. Следует отметить, что в Агни-йоге дан целый ряд прогнозов и предсказаний, которые нашли и находят свое научное подтверждение спустя десятилетия, многие десятилетия после опубликования. Нам удалось найти смысловые параллели между понятиями якут и зерно духа, которые являются одними из основополагающих в якутском традиционном религиозном мировоззрении и Агни-йоге соответственно. Мы нашли 6 свойств, которым удовлетворяли эти оба понятия. Более точные формулировки в развернутом виде слушатели могут найти в нашей статье. Она есть в сети интернет в открытом электронном доступе. Итак, во-первых, якут, так же как и зерно духа, является основой психической жизни духа человека, как на земле в воплощенной форме, так и внетелесной после его смерти. В Агни-йоге написано, что зерно духа живет в беспрерывности. А в тексте книги Аисуала Афанасьева Лазаря Андреевича говорится, что «Екут мельджиках тебет олох», что переводится как форма «Екут» — бессмертная жизнь. Кроме того, в обоих системах говорится о реинкарнациях человека. Говоря о втором свойстве формы якут и зерна духа, отметим, что в работах Ксенофонтова Гаврила Васильевича мы встречаем термин «аи-бол-буттар», то есть ставший аи. В тексте известного этнографа Серошевского находим, что великие шаманы превращаются навсегда в небесных духов. На основе этих и других сведений мы делаем вывод о том, что для осведомителей, информантов того времени некоторый божественный уровень аи представлялся вполне достижимым для людей, выдающихся людей, великих шаманов, или в трактовке Ксенофонтова для святых людей. Отметим, что божества аи живут в мирах, отличных от мира людей. В Агни-йоге утверждается, что духовная сущность человека совершенствуется беспредельно,
дух может преодолеть человеческую ступень эволюции и достичь степени архата, степень, которая позволяет совершенствоваться и жить архату без необходимости обязательного воплощения в виде человека. Переходим к третьему свойству. Форма Якут в соответствии с работой Афанасьева обладает абсолютными божественными качествами, обусловленными происхождением этой формы из высших сфер. В Агни-йоге зерно духа имеет по своей сути качество ясного и полного знания, распознавания. Например, написано, что зерно духа знает все законы творчества, и дух, знающий свою сущность, ищет связь с высшими сферами. Четвертое свойство. Выявляет связь с высшими сущностями и природой. Форма Якут является частью верховного божества Урюн-Аи. Якут задает способность глубинной связи с природой. В Агни-йоге находим текст. Зерно духа насыщается космическим лучом иерарха. Отметим, что иерархами в Агни-йоге называют высших существ, которые образуют систему и являются источниками и носителями жизнеутверждающих сил как для людей, так и для всего космоса. Пятым свойством выявлена связь Якут и зерна духа с самоосознанием человека. Например, на то, что самоосознание человека содержится в форме Якут, косвенно указывает сведения информантов о перерождении шаманов и обычных людей. В письмах Елены Ивановны Рерих написано, что зерно духа – это высшая триада или же сознательное бессмертное эго человека, которое содержит и самоосознание. Шестое свойство – это особая связь Якут и зерна духа с сердцем. Многие исследователи полагают, что форма Якут живет в сердце человека. Также в работе Афанасьева написано, что Якут – это своеобразная дверь, через которую приходят высшие силы божеств Аи. В Агни-йоге сказано, что зерно духа насыщается иерархом, при этом связь с иерархией устанавливается с помощью серебряной нити, исходящей из сердца. Отметим, что есть смысловые параллели и по другим философско-мировоззренческим понятиям.